Дирашима, здравствуйте, уважаемые зрители. Абснахабар продолжает работу. Сегодня мы будем говорить об одной из самых важных и актуальных тем последние, может быть, десятилетия. Это энергетический суверенитет и вообще ситуация с энергетикой в Абхазии. И прежде чем мы перейдем, я прошу вас подписаться, делитесь нашими видео, комментируйте. Мы многое читаем, не скажу сейчас все, потому что очень много комментариев. Не все успеваем, но читаем, просматриваем. И говорить сегодня мы будем об энергетике. И я хочу начать вот с чего. Около месяца назад проходил Кавказский инвестиционный форум. Я делился, кстати, в Facebook выступлением Михаила Гуцериева, известного миллиардера, поэта, вот, и мецената, конечно. И что самое важное, на мой взгляд, сказал Михаил Гуцериев, скажу откровенно, я много просматриваю контента, читаю по современным технологиям, по тому, как развивается экономика разных стран, по цифровой экономике и так далее. И я вам скажу, что меня очень удивило выступление Гуцериева именно с точки зрения понимания всех актуальных трендов и тенденций, которые происходят в глобальном мире. И он говорил, в частности, вот в этом своем выступлении, кстати, на этом выступлении присутствовал и глава Республики Абхазия, в кадрах попадает. Он говорил о энергодефиците в северокавказских республиках. И на этом же заседании по левую руку от Гуцериева сидел заместитель министра экономического развития России Новак. То есть я к тому, что такая была очень серьезная площадка. Он говорил о дефиците и говорил о том, что с развитием цифровых технологий, с развитием цифровой экономики, в том числе на Северном Кавказе, где очень быстро растет население, где очень большое молодое поколение уходит в хорошем смысле в IT, есть необходимость инвестирования и создания новых генераций, новых источников генерации. Это я говорю уже теперь применительно к Абхазии. Мы все сейчас знаем, какая ситуация у нас. Она иногда очень тяжелая, иногда она искусственно как бы становится тяжелой, да. И самое важное, о чем, мне кажется, говорил Михаил Гуцериев, это о том, что фактор энергетической системы, фактор энергетики в экономике сегодняшнего дня и будущего. Один из ключевых факторов, об этом факторе, кстати, говорят очень многие экономисты в мире, и особенно с развитием искусственного интеллекта и всех цифровых систем. Сегодня я хотел бы, чтобы мы выстроили нашу беседу с точки зрения того, вот если мы принимаем вот эти данные, да, что цифровая экономика... Исходные данные. Да, исходные данные, не только мои, вот, и не столько мои, о том, как нам быть с нашей энергетической системой, с нашим энергетическим суверенитетом. И отмечаю тот факт, что есть достаточно много инсайдов, что перепадные ГЭС стали лакомым кусочком. Они, уже мы слышали различные, да, там информационные сообщения о том, что есть различные проекты, кто-то там пытался захватить или там какие-то работы начать, не имея на это как бы разрешения и так далее. То есть мы понимаем, что тот инструмент современного и будущего, который очень важен для страны и для развития, может оказаться в частных руках, в частных чужих руках, своих руках, не знаю, как это кому хочется, и может оказаться. И я хотел бы, чтобы мы вот с этим контекстом поговорили, какой есть выход и что на самом деле значит вот эти перепадные ГЭС, в принципе энергетическая система, и насколько мы знаем,
несмотря на то, что есть эти разговоры, но нет никакой концепции, по крайней мере известной, стратегии, как абхазское государство собирается отстаивать свой экономический суверенитет и как собирается развивать эту сферу. И вот с этим контекстом я хотел бы, чтобы мы выстроили наш разговор. И не буду здесь лукавить. У нас была беседа на прошлой неделе в офисе, и мне кажется, вы предложили довольно интересную схему. Я хотел бы, вот, чтобы мы о ней тоже поговорили, но, наверное, все по порядку. Я, если позволите, Ливан, сейчас передам тебе слово, потому что у тебя есть серьезные основания для того, чтобы высказаться. У тебя отец был известным энергетиком, и он обучил очень многих наших современных. Огромный вклад внес закон об энергетике тоже. Да, и поэтому, вот и о законе Ахра больше знает и скажет, поэтому я хотел бы, Ливан, вот чтобы... Да, спасибо, Ливан. Спасибо особое за то, что вы вспомнили моего отца. На самом деле в своей сегодняшней речи я буду использовать его материалы. И здесь очень много материалов написано его рукой. То есть он на самом деле болел этой темой. И все его, так скажем, предсказания и все его видение сегодня оправдывается. Поэтому я хотел бы начать с тех событий, о которых мы слышим. Я буду в своем анализе опираться на выступление директора Черноморэнерго, последнее Джинджолия по абхазскому телевидению. Буду опираться на его данные, потому что это официальные данные. Вот. И второй факт, это тоже официальные данные Апсны Пресс, это что Русгидро встречалась с нашим министром энергетики, и они заключили договор об, так скажем, обследовании перепадных ГЭС. Помимо этого, это, кстати, очень позитивный шаг. Мне кажется, для того, чтобы делать какой-то анализ, надо понимать, что мы имеем, сколько это стоит, в каком это состоянии. Да? Сегодняшние наши ресурсы, в каком они состоянии. Вот. И поэтому мне кажется, что вот эти события, которые сейчас происходят, они как-то потихоньку, вот есть такая в военном деле, так называемая туман войны, так называемый, завеса такая. Вот мне кажется, прошедшие выборы, предвыборная вот эта вот ситуация, она в области энергетики навела такой большой туман, да, и было непонятно вообще, какие цифры вдруг колоссальные появились, почему такой оказался энергодефицит, совершенно непонятно. Вот сейчас тоже, кстати, в открытых источниках есть информация, что Межправкомиссия почти 900 миллионов рублей, было принято решение, что вот Россия компенсирует нам 900 миллионов рублей по энергодефициту, который Россия оплатила. То есть это деньги туда-сюда. То есть бюджет России выделит нам средства, а мы закрываем долги перед энергетическими компаниями. Но плюс это, то есть 900 миллионов рублей, плюс еще так называемый социальный переток 2 раза был применен. То есть это тоже порядка, не знаю, по 500-600 миллионов рублей. В итоге бегом кругом по прошлому году мы получаем около 2 миллиардов рублей энергодефицита.
И как это складывалось, откуда такие цифры, это вообще в принципе непонятно. Вообще непонятно. Я сейчас хочу эти вещи раскрыть, поэтому, чтобы было понятно, значит, зрителю тоже. Вот по открытым источникам, опять же, значит, 22 год, 3 миллиарда потребления энергочасов. Уже 24 год, уже 2,5 миллиарда потребления. 500 куда-то делось. Да, а 500 куда-то делось. Говорят о майнинге, ну, очень много вопросов поэтому, потому что на самом деле 500 миллионов киловатт-часов, его как-то надо по каким-то сетям провести. Это же не так просто. То есть не так просто провести такое огромное количество энергии. То есть наша энергосеть, она незаметно, да? Незаметно. Она имеет определенные мощности, и мощности сетевые, и мощности трансформаторные. Поэтому вот эти вопросы. Но сейчас, в последнем интервью директора Черноморэнерго, по его расчетам, в этом году, 25-й уже год, снижение где-то порядка 300 миллионов, 320 миллионов киловатт-часов. То есть в этом году, по предположению, значит, по его предположению, снижение будет еще 350 миллионов киловатт-часов. Так что 2,5 отнимаем 350, получается 2,150. Так как в этом году Сухум ГЭС полностью будет, значит, работать на нашу сеть, а Сухум ГЭС, по его, опять же, данным, где-то от 100 до 110 миллионов киловатт-часов дает в общую систему, то получается опять, значит, 2,150, снимаем 100, получается 2,50. Теперь сколько нам дает по году Ингургэс? Ингургэс нам по году дает порядка 1 800 000 000. 1 800 000 000, может чуть больше, вот в таких масштабах. То есть практически 200 на этот год, можно сказать, от 150 миллионов киловатт до 200-250 миллионов киловатт у нас дефицит появляется. То есть получается, что теперь, что касается перепадных, да, ГЭС. Насколько мы понимаем, перепадные ГЭС — это 3 станции по 40 мегаватт. Это то, что было заявлено в прошлом. Да? Насколько при модернизации может усиливаться его мощности, трудно сказать. Но если мы говорим о том, что Сухум ГЭС дает 100, так скажем грубо, которая заявлена 18 мегаватт, дает 100 миллионов киловатт, то 120, соответственно, ну, порядка 600 миллионов киловатт-часов. То есть при реальном дефиците, сегодня мы уже вывели эти цифры, 200-250 миллионов киловатт, перепадные дают нам профицит, да? То есть где-то порядка 300 миллионов киловатт, если мы вложим средства, то есть будет решена и энергодефицит будет решен, плюс появляется профицит. Вот. И что такое профицит для энергетики, мы тоже понимаем. Потому что средняя цена там, в Российской Федерации там 4,5 рубля, 5 рублей, да, оптовая. Бывает в зимние пиковые еще больше, да. То есть, условно говоря, мы покупали его за 3,2, за 3 рубля 20 копеек. То есть, говоря о 300 миллионов киловаттах, это, если мы его выкидываем на рынок в нужное время,
то мы получаем порядка 1,5 миллиарда рублей. Теперь вложения же по тем, значит, цифрам, которые мы обладаем, опять же в открытых источниках, опять же никто это подробно не исследовал, не считал, вероятнее всего будет сокращаться это, если будет необъективное, значит, обследование, потому что много чего там находится в нормальном состоянии, много чего надо менять. Это порядка 10 миллиардов, да, 10 миллиардов. То есть одна перепадная порядка 3 миллиардов. То есть если, предположим, условно говоря, мы начинаем вкладывать поэтапно около 3 миллиардов рублей, то при экономной системе у нас, и это отдельная тема, да, тоже из открытых источников, экономия электроэнергии, сбор денег. То есть, вот, например, счетчики учета, они показывают 30% снижение потребления. 30%. Если, а сегодня у нас при необходимых 95 тысячах счетчиках у нас уже установлено 28,5 тысяч. И каждый год там около 10-15 тысяч Черноморный гос своими силами готов устанавливать. То есть, учитывая вот эти вот все цифры, сегодня можно сказать о том, что мы вполне, Черноморэнерго, энергетическая отрасль Абхазии, вполне можно, создав вот этот экономический план, о котором я сейчас буквально, ну, как бы вот просто и, так скажем, объясняю, да, как можно экономически решить наши проблемы. То есть мы обладаем сегодня таким ресурсом, в котором мы можем генерацию свою, так как у нас сегодня генерация Ингургэс, мы знаем, совместная с Грузией. А здесь речь идет о создании собственной базы абхазского государства, иметь собственную генерацию, да, которая будет собственник наше государство. У нас есть и экономическое обоснование у нашего государства, и все возможности внедрить вот этот проект по восстановлению собственной генерации на территории Абхазии. И это экономически обосновано. Я просто хочу там, не знаю, кто может оппонировать в этом, кто может доказать обратное, сказать, что нет, абхазское государство не может, значит, развивать собственную генерацию, надо привести обязательно инвесторов, надо отдать им часть нашей энергетики, пусть они выйдут с цифрами. Я готов, так скажем, на любой площадке, на площадке Абснахабар, на площадке абхазского телевидения, любого другого телевидения, так скажем, начать дискутировать по этому поводу. Я вам по всем цифрам докажу, что у нас все возможности для того, чтобы начать, значит, создавать собственную генерацию, электрогенерацию, у нас есть. Потом я уже долго говорю, поэтому у меня есть еще много информации, я хотел бы на этом уже Ахре передать. То, что ты сказал в самом начале, что современное общество – это общество потребления энергии. Но на самом деле это действительно так. Это позднее индустриальное общество, или тем более постиндустриальное общество, это общество энергетики. Тут несколько составляющих. То есть, во-первых, появились новые целые отрасли, которые требуют огромного потребления электроэнергии. Это цифровая экономика, это мобильные операторы, это хранилища данных, которые постоянно требуют просто колоссальных расходов энергии. Это переход от одного топлива на другой вид топлива, на электрическое топливо. Тоже верно, да. Если вы сейчас сопоставите вот этот рост, он просто экспоненциальный.
средства передвижения переходят на электричество, это же как-то надо откуда-то брать, оно же из воздуха не появится. Потом все настойчивее информация о том, что возможно, что и авиационный транспорт постепенно будет перекочевать, по крайней мере, исследования такие есть. Это еще больше усилит нагрузку на добычу электроэнергии, выработку электроэнергии. Потом не забывайте такой еще фактор. Еще две области появились, может быть еще, по крайней мере, то, что я знаю. Это сфера сервиса, которая, то есть, качественный сервис предполагает высокое энергопотребление. Это могут быть гостиницы, могут быть рестораны, это могут быть клубы, бары, кафе, которые работают круглосуточно. Это могут быть какие-то большие магазины и так далее, и так далее. То есть сервис растет, вместе с ним растет потребление электроэнергии. Ну и последнее, это, конечно, наш с вами комфорт. Люди стали жить вообще по другим стандартам, другим принципам. Люди потребляли меньше электроэнергии. Знаете. Сейчас, если зайдете в любой дом, у них стоят, и у нас у всех, и, наверное, это прекрасно, хорошо, и создает комфорт. Мы нагреваем воду, теплые полы, электрическое отопление. Заряжаем все Заряжаем без гаджеты. конца, значит, спор, кто эту батарейку будет заряжать, понимаете. Потом есть отрасли бизнеса, опять чем я тоже занимаюсь, которые требуют колоссальных батарей, огромных емкостей. Чтобы для того, чтобы, допустим, там в команде ребят, мы их поработать один день, они должны эти батареи зарядить, я не знаю сколько раз. Это колоссальное количество энергии, которое тоже из общей системы. К чему я говорю? Потребление и в мире, и у нас растет. И оно будет расти. И если мы к этому не будем готовы, это приведет к проблемам не просто с нашим комфортом, а проблемам с суверенитетом. Если вы сами себе не можете обеспечить энергетику, значит, во-первых, вы будете у кого-то просить или кого-то покупать. Покупать вы будете залезать в долги. Долги государства уровня не самая хорошая вещь за стабильности государства. Но и кроме того, вы не сможете развивать другие отрасли экономики. Чтобы что-то развивать, вам нужна энергия, а не что вы будете развивать. Понимаете, это все вот вместе приводит к стагнации. Как выходить из этой ситуации? Вот Ливан говорил, что у нас есть ресурсы для генерации, дополнительной генерации. Я согласен, тоже несколько слов по этому поводу скажу. Но мне кажется, что очень важно то, как мы распоряжаемся своими ресурсами. Мы просто по-варварски распоряжаемся тем, что у нас есть. Как это так может получиться? Вот я месяц, у меня дом, нормальный энергозатрат, я трачу, если не ошибаюсь, 400 киловатт-часов. У меня в месяц уходит. Я специально посмотрел, посчитал по счетчику. Значит, в год у меня там сколько, 4 с чем-то, там, или 6 с чем-то мегаватт, допустим, будет, да. Сколько в Абхазии людей живет? Ну, 250 тысяч. Ну, давайте, не все же каждый отдельно имеет домовладение, но пополам разделим. Но это не получается, вот эти не 1 миллиард киловатт-часов, не даже 800, не даже не 700 получается, понимаете? Куда девается вся остальная энергия, которую мы генерируем и не можем контролировать? Вот это первый вопрос, который надо решить. Ну и, конечно, второй вопрос, то, что да, мы должны подумать, как сделать так, чтобы те мощности, которые у нас уже есть и которые можно восстановить, они стали работать на нас, на граждан Абхазии. Во-первых, электричество попадало в наши сети. Это один вариант. И второй, наверное, было бы хорошо, если мы получали бы от этого и какую-то выгоду тоже. Вот. Тем более, что... Есть какие-то идеи, Ливан, Да.